В эфире телеканала «Якутия-24». Актуальное интервью. Поговорим сегодня о международных интеллектуальных играх и о том, что с ней связано. 8 июля эти игры стартуют в Якутске, продлятся до 15 числа, до 15 июля. И сегодня у нас в гостях Алексей Обухов, научный руководитель Международной исследовательской школы и ведущий научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики, если не ошибаюсь. Я не ошибаюсь. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, вы являетесь научным руководителем школы, вот этой международной исследовательской. Как она создавалась? В чем ее основная идея? Вообще школа уже проходит 11-й год. Она проходила раньше в разных регионах. Это и Подмосковье, и Калининградская область. И второй год проходит в Якутии. Основная идея этой школы, что это такой формат 10-11 дней, когда подростки, старшеклассники из разных стран в группе выполняют исследовательские проекты, тем самым, с одной стороны, осваивая исследовательских методов обучения, а с другой стороны, осваивая способ совместной командной работы. И это мероприятие появилось в рамках международной организации по поддержке научно-технического творчества молодежи, МелСет, это такая всемирная организация, и это такое одно из мероприятий, которое именно Россия в рамках этой организации реализует. Ну, вот вопрос, вот исследовательские группы вот этих подростков, из скольки человек исследовательские группы состоят, или они не лимитированы? Это очень, да, такой важный вопрос. Дело в том, что мы придерживаемся той идеи, что принципиально важно для развития инициативности, активности ребят – это осознанный выбор. Мы сначала проводим конкурс замыслов этих исследовательских проектов среди так называемых тьюторов. Это молодые ученые, аспиранты, магистранты из разных университетов со всего мира. И отбирая эти замыслы с открытым финалом, они потом, вот эти ребята, представляют идеи, направления возможных исследований для участников. И участники сами выбирают, куда им интереснее. Есть, конечно, ограничения, что из одной делегации, если это небольшая делегация, то ребята должны распределиться на разные проектные группы. Если это большая делегация, там не больше 2 участников на одном проекте. Направлений в этом году у нас 12 направлений, естественно, научных, гуманитарных, технических. Таким образом, спектр выбора большой. И вот вчера как раз ребята выбрали, чем они хотят заниматься на этой школе, и начали свою работу. То есть чисто практически на одном проекте каком-то может вообще оказаться один участник, да. А на другом бесконечное да. множество зависимости от один количества. у нас, конечно, так, в общем, не бывает, тем более, что в этом году у нас больше 110 участников и 12 групп, достаточно масштабные. Безусловно, всегда оказывается, что какие-то группы более популярны, потому что там ярче представили, или потому что интереснее объект. Вот, например, вчера выбрали ребята, очень много ребят, исследования по экосистеме булуса. Всех настолько картинки с видами булуса заинтересовали, что очень много из разных стран записались. Да. А много ли якутских ребят в школе? Да, у нас в этом году 25 якутских ребят. Это самая большая представительная делегация, естественно. Якутские ребята у нас принимают, как понятно, не первый год участия. В прошлом году у нас проходила школа также в Малой академии наук в Якутии. Якутские ребята с нами ездили еще в международную исследовательскую экспедицию в Мексику весной этого года, в штат Пуэбло. Мы очень увлеченные ребята, и палеонтологи, и биологи, и антропологи из Якутии, которые изучали еще экосистемы, и природу, и культуру Мексики. А уровень подготовки детей как-то отличается друг от друга, или же в среднем они как-то вот на одинаковой планке держатся? Конечно, потому что не мы отбираем детей на школу. Это в каждой стране есть свои какие-то правила, принципы отбора, или в регионах России. У нас примерно половина участников – это иностранцы, половина из разных регионов России. В этом случае здесь еще очень важная составляющая, входящая в отбор, это владение английским языком достаточное, поскольку работа ведется на английском языке, и ребята, которые не очень хорошо говорят по-английски, но они выпадают из процесса.
строится. И в этом плане, что в целом, конечно, мы получаем так или иначе очень мотивированных ребят, которым действительно что-то интересно. Вот говоря про английский язык, все ли ребята одинаково хорошо им владеют? И какой, скажем так, минимальный, да, порог? Ну, в общем, большая часть ребят очень хорошо владеет. Тут еще есть некоторый нюанс. Вообще для всех английский не родной. Таким образом он помогает, это в среднем, да, чтобы в среднем они, главное, чтобы они друг с другом могли хорошо коммуницировать и понимать тьютера, который ведет исследовательскую вот эту команду. У нас не всегда из некоторых российских регионов хороший английский, ну там вот у нас из Бурятии вот не с блестящим английским. И бывает, что, например, мексиканцы не с очень хорошим английским или очень своеобразное произношение у ребят из Индонезии, Филиппин или Сингапура, который не всегда на слух воспринимается. Какие-то курьезные случаи, вот, связанные с этим, происходили? Я думаю, что они происходят повседневно, да, потому что, но другое дело, что вот в живой коммуникации, в чем отличие все-таки, когда мы там переписываемся или там по телефону говорим, все время происходит коммуникация, дополняются движениями, жестами, в крайнем случае нарисовать, показать или еще что-то. У нас вчера был курьезный случай, но не с ребятами, а с лидерами делегации. У нас совершенно замечательный лидер делегации из Омской области и лидер делегации, который второй раз приезжает из Таиланда. И у нас был такой коммуникативный тренинг между ними. И из Омской области вообще не говорит по-английски, но она усадила коллегу из Таиланда, и они друг другу рисовали, говорили уверенно, то есть коммуникация все равно пошла. То есть, если нет языка, то всегда есть дополнительные какие-то средства. А вот вопрос такой, какова мотивация у детей? То есть, что заставляет их приезжать каждый год в школу летом? Ну, вообще, у нас даже очень часто бывает, что конкурсная ситуация, что мы ограничиваем делегации, мы говорим, что делегации там не может быть больше там такого-то числа, особенно те организации, школы, которые участвовали в предыдущих школах, они рвутся вернуться в них. Это особая, конечно, атмосфера вот такого живого поиска. Это принципиально не соревновательное мероприятие, это действительно мероприятие вот такой командной работы по реализации познавательного интереса. И вообще для подростков это характерно, когда им дать возможность увлеченно изучать то, что им самим интересно, их не оторвать от этого. В окружении единомышленников и сверстников. Вот мы возвращаемся к английскому языку, да, это в исследовательской школе, да, занимаются дети проектами какими-то. Ну, то есть все мы знаем, что наука, спроектировать это одно, еще нужно это правильно оформить на бумаге. Пишут ли они какое-то условно там текстовое сопровождение, и на английском ли это языке пишут? Нет, текст мы не задаем как формат финальный, хотя бывает, что по итогам кто-то что-то даже пишет и издает, но у нас работа, во-первых, командная, они представляют в форме презентации, то есть в финале школы происходит презентация, куда еще приезжают эксперты, и в этом году будет большое число международных экспертов, которые будут слушать их выступления. Они командой представляют в форме презентации результатов своего исследования. Ну, считайте, такая вот конференция. А какие-то вот интересные проекты можете отметить, привести в пример в этом году, которые будут реализовываться? В этом году мы стараемся вообще, и это, мне кажется, очень правильно, чтобы максимальное число проектов было завязано на особенности природы и культуры региона. У нас очень яркие в этом году проекты связаны, например, вот с гуманитарным направлением, которое у нас раньше такого не было, например, звуковой ландшафт Якутии. То есть ребята будут записывать звучание, ну вот просто вот то, что вот идут по деревне или там по поляне вдоль реки, и записывать звуки, которые там могут записать, а потом они будут встречаться и записывать традиционное исполнение якутских музыкантов и соотносить, какие звуки природы перешли в традиционную музыкальную культуру. Да, вот соотносить вот этот звуковой ландшафт традиционной музыки. Или у нас очень интересное направление по визуальной антропологии. Они будут встречаться с записью ребят из разных стран, с жителями деревень якутских,
И на самом деле они будут снимать не жителей деревень и самой деревни, а как им открывается Якутия. Мне кажется, очень яркий проект по Булусу, потому что это уникальная все-таки экосистема такая природная, и они будут смотреть именно как вот эта особенная ситуация наледи, которая вот все лето сохраняется, создает специфическую экосистему среды в данном случае. Да. У нас очень оригинальный проект по моделированию генотипа якутской лошади. Это вообще, на самом деле, проект по компьютерным наукам с перемешкой с генетикой, ну и с привязкой к местности. Ну и много... Ну, конечно же, у нас по палеонтологии с мамонтами тоже... Без мамонтов. Да. Без мамонтов никуда. А почему важно, что школа международная, является международной, и чего вы ожидаете вот от проведения интеллектуальных игр, которые 8 числа стартуют? Дело в том, что вот международные интеллектуальные игры, я считаю, что это такая придумка именно якутских наших коллег, Министерства образования и науки Якутии, Владимира Анатольевича Егорова, которая вот рискнул пойти и объединить под одной шапкой два принципиально разных типа мероприятий – соревновательных и несоревновательных, каждый из которых имеет свою ценность. Соревновательные вроде всегда понятней, а несоревновательные они на самом деле для развивающей ситуации зачастую значительно продуктивнее. И в этом плане международная – это очень важная составляющая. Дело в том, что понятно, что мир уже давно стал открытым и единым, но и это тоже очень важно, что сохраняются это культурное разнообразие, культурные особенности. И преодоление культурных барьеров – это важная составляющая, которой нужно учиться. Но на основе чего? На основе исследований. Вот исследование дает возможность преодолевать эти культурные барьеры, коммуникации, границы и выстраивать вот международные связи. И наука, она открывает мир в целом и дает возможность ребятам, и для нас очень важно, что именно ребятам Якутии, быть открытым миру в целом. Ну, собственно... Вопрос последний, у нас буквально там несколько секунд остается. Как дети и тьюторы из других стран узнают о международной исследовательской школе? Ну, как я сказал, это программа международной организации Мелсет, она абсолютно всемирная, и вот в основном по ней, а по России это есть такая межрегиональное движение, общественное движение творческих педагогов-исследователей и региональное отделение этого движения. Все они как-то взаимосвязаны, да. И сообщают. Алексей Сергеевич, я желаю успехов вам в проведении исследовательской школы в этом году. Я напомню, что это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.